Президент России Дмитрий Медведев обратился со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию. Уже в самом начале Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что те посылы, которые были обозначены в прошлом году, в целом были выдержаны и достигнуты. Рост уровня инфляции, снижение уровня безработицы, следование взятым на себя социальным обязательствам. Во всех этих пунктах достигнут существенный успех. При всем при том, что всемирный глобальный кризис все еще вносит свои весомые коррективы. Ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса преодолены, нужно об этом сказать прямо. Но выполнение наших социальных обязательств останется безусловным. Еще более осложняли ситуацию аномальная жара и, соответственно, пожары, ею вызванные. В России образца 2010-го это приняло размеры национального бедствия, причем в регионах с очень умеренным климатом, для которых подобная жара не свойственна в принципе. Тем не менее, как подчеркнул президент, Россия вполне успешно преодолевает все трудности, а руководство страны продолжает исполнять взятые на себя обязательства. Реальные доходы населения за прошедшие месяцы выросли примерно на 5%. На следующий год предусмотрено повышение зарплат бюджетникам. Выполняются целевые программы обеспечения жильем ветеранов и военнослужащих. Мы находим возможности ежегодно повышать пенсии. Поставленная мной задача обеспечить всем пенсионерам доходы не ниже прожиточного минимума, эта задача решена. Сразу хочется отметить одну аналогию, которая вырисовывается из послания президента России Федеральному собранию. Причем уже не первый год. Многое из того, о чем в послании говорится как о задачах и перспективах ближайшего года, на тот момент в Чеченской Республике оказывается в числе решаемых или уже решенных задач. В предыдущие годы из подобных примеров можно вспомнить ситуацию с игровыми автоматами, борьбу с наркотиками, примеры воспитательной работы с молодежью, отладку сельскохозяйственной отрасли. Приоритетом на будущий год Дмитрий Медведев отметил много направлений развития, из которых вытекает огромное количество задач. Многое из озаглавленного характерно и применимо также и к Чеченской Республике. Некоторые из приоритетов нашей республики находятся на той или иной стадии реализации. Президент страны говорит о повышении эффективности экономики в целом и каждой ее составляющей в частности. Все это невозможно без пристального внимания ко всем составляющим экономической модели страны. Если проводить анализ на примеры нашего региона, то можно отметить, что у нас предприняты серьезные усилия по подъему промышленности, чей потенциал еще 5-6 лет назад был равен нулю, возрождению аграрного комплекса и налаживанию сферы услуг. По сути, трех ключевых составляющих любой экономической модели. Говоря о модернизации, нельзя обойти и тот момент, что на сегодняшний день вся Чеченская Республика представляет собой объект тотальной модернизации. По сути, республика отстроена заново, и области, которые не коснулись бы качественные изменения, не осталось в принципе. Касаясь темы детства, можно отметить тот факт, что в Чеченской Республике это, наверное, самое приоритетное направление. Не осталось ни одной невосстановленной в полном объеме школы, вуза или детского сада. Программа духовно-нравственного воспитания молодежи вообще объявлена государственным приоритетом номер 1. Полностью преодолена проблема сирот и беспризорников. Функционирует несколько реабилитационных центров, школы для слепых, глухонемых ребят, для ампутантов. Весь этот комплекс мер, в числе прочих, привел к демографическому росту. По уровню рождаемости Чеченская Республика на одном из первых мест Российской Федерации. К сожалению, в нашей стране еще 130 тысяч ребят остаются вне семейной заботы. У них нет ни родителей, ни опекунов. Они лишены главного – семейного тепла. И нужно еще очень многое сделать, чтобы само понятие «брошенные дети» уходило из нашей жизни. Органы опеки должны быть прямо нацелены
на семейное устройство детей и помощь приемным семьям. Вообще ничьих детей в нашей стране быть не должно. Серьезной проблемой остаются так называемые коррекционные детские дома. Они, к сожалению, больше работают на изоляцию детей, нежели на их социализацию. Поэтому за тем, что здесь происходит, должны наблюдать не только государственные службы, но и гражданское общество. При каждом доме ребенка, в детских домах и коррекционных учреждениях необходимо создать попечительские советы, которые будут работать максимально открыто. Наконец, нам нужны программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов. Мало обучить и накормить детей. Их нужно вывести в новую взрослую жизнь подготовленными и уверенными в себе. О поддержке молодых или многодетных семей президент России говорит как о необходимости ближайшей перспективы. В Чеченской Республике эта проблема успешно решается не первый день. Выделение жилплощади молодым и многодетным семьям, поддержка передовиков производства в нашей республике жильем стала притчей во языцах. Соня, считывай домик, вагончик бей. Не так давно я видел в интернете любопытную информацию о проведении, по-моему, в Алтайском крае интересной социальной рекламы. Простая идея, но, на мой взгляд, весьма симпатичная. Рассказать, кто из наших знаменитостей, составляющих славу России граждан, был третьим ребенком в семье. Среди них Николай Некрасов, Антон Чехов, Юрий Гагарин, Анна Ахматова. Без этих великих людей, без их творчества и свершений мир был бы другим. Человечество обеднело бы нравственно и культурно. Поэтому я считаю, что для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. В некоторых регионах, например, насколько я знаю, в Ивановской области, при рождении третьего ребенка решили бесплатно выделять земельный участок под строительство жилого дома или дачи. Это очень правильная мера и пример в то же время для других территорий. Считаю целесообразным сделать эту практику повсеместной. Глава государства отметил также, что в ближайшее время будут предприняты меры снижению волокиты в чиновничьем аппарате любого ведомства, снижению бюрократического произвола. Также была подчеркнута необходимость постоянного наращивания усилий по борьбе с коррупцией. Надо добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях государства и гражданина. Подчеркиваю, каждодневных. Понимание того, что чиновники служат народу, а не вершат его судьбы – основа демократического устройства. Для гражданина ведь государство – это чиновник, к которому он пришел на прием, судья, который принял решение по его делу, участковый или налоговый инспектор и любой из облеченных властью решать его проблемы. Все присутствующие в этом зале. Деятельность всех должностных лиц не должна дискредитировать государство. Их главная задача – улучшать условия жизни людей. Необходимо законодательно ввести ответственность должностных лиц за нарушение сроков оказания государственных услуг, а также за несоблюдение процедур, предусмотренных соответствующими административными регламентами. Я поручаю правительству представить такие предложения в месячный срок. Опыт показывает, что даже угроза лишения свободы до 12 лет не удерживает взяточников. Представляется, что в ряде случаев экономические меры в виде штрафов, они могут быть более продуктивны. Поэтому коммерческий подкуп, дача и получение взятки, они могут наказываться штрафами в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки. Фактически сформировался и такой вид преступного промысла, как посредничество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных органов, все это отлично знают, вьется множество проходимцев, заверяющих, что они знают, как решить любое дело, кому и сколько для этого занести. Я считаю, что посредничество во взяточничестве
Так же, как и кратный размер штрафа, необходимо ввести в уголовный закон. Если говорить о нашей республике, то чиновник должен обладать недюжинной храбростью или недюжинной глупостью, чтобы решиться на взятку, хотя полностью проблема еще не преодолена. Затронул президент страны и тему правоохранительного органа. Это, в частности, можно сказать, что чеченское МВД сдало свой экзамен на зрелость. Наши милиционеры, если без ложной скромности, самые обученные и боеспособные бойцы, и вместе с тем стражи порядка наших улиц и дорог. Сказывается постоянный контроль и сознание того, что они слуги народа. Да и забота о раненых или о семьях погибших другим регионам Российской Федерации можно брать у нас как пример. عشان يديروا يحدد خلوفتك دانا إذا نقدر بتساعدوا بيهم لكن سهم خلاري إذا دانا لدرجة صار بعض السوشيكات يوم سعبي وش سعبي دفعله هذا دانا ده لو هيدا هذا شيء دير ده كده إيش دانا في أول دانا هو شو دانا دكتور دانا بلاش منه دانا عنش كعلم مش كعير مش كعال مش كعدان إيش دانا وين بونس مش بتساعد بيهم نقدر دانا. Президент России был глобален в своем послании. От внедрения инноваций и новой электронной столицы Сколково до удоев молока каждой отдельно взятой коровы и зимних носков для детей. Рамзан Кадыров уже внедряет и осуществляет программы, которых нет пока у других регионов. Например, правительство Чеченской Республики работает и по СМС-сообщениям. Очередной пример для перенятия, как было не раз. В министерствах, ведомствах, мэриях и администрациях были созданы соответствующие комиссии для подробного изучения, то есть с выездом домой к заявителям. Затронуты в СМС-сообщениях проблем их обоснованности. В результате по состоянию на 31 октября текущего года все отобранные СМС-сообщения в количестве 14 234 рассмотрены с принятием решения. Дмитрий Анатольевич отметил, что телевидение в России совершит качественный скачок. Что ж, Чеченская Республика также займет в этом процессе свое достойное место. Телерадиокомпания «Грозный» будет выходить в базовом пакете спутникового вещания «Триколор». Действительно, Триколор народное телевидение, свыше около 5 миллионов абонентов. Это 5 миллионов семей, которые находятся в Российской Федерации. Так, хочется подключиться, да, и план ВАЕР, да, и мансигация, барт бяша, да, малахинц, царь барт пинчол, да, мы автоматически в 5 миллионов семей, мы домой придем, скажем, с нашим телеканалом «Грозный». Говорил президент России и о международном положении, и о положении России в этом мире в том числе. Но следует отметить, что именно Рамзан Ахматович Кадыров сейчас во многом способствовал сближению России со странами Ближнего Востока и остального исламского мира. Может, благодаря этому Рамзан Кадыров стал постоянным участником при визитах руководства России в эти страны. Не может быть полноценного развития для ряда отраслей без постоянных инвестиционных вливаний. Именно об этом говорил Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании. На примере Чеченской Республики эта предпосылка может быть представлена наиболее ярко. Наш регион в последнее время очень успешная площадка для инвесторов. Многое из того, что глава государства озаглавил как ориентиры ближайшего будущего, реализуется или планируется, пусть и в несравненно меньших масштабах, на территории нашей республики. Объемы большие. От превращения высокогорных районов в зимние курорты до восхода на лидирующие позиции в Российской Федерации по уровню производства, образования, медицинского обслуживания, по уровню качества жизни, наконец. А это значит, что Чеченская Республика будет хорошей стартовой площадкой и отличным ориентиром для других по реализации намеченных задач. Обновляем страну, обновляем общество, меняем нашу жизнь, меняемся сами. И по большому счету, все, что мы делаем для тех, кого любим сильнее всего, для наших детей,
Потому что мы хотим, чтобы они жили лучше нас, чтобы они были лучше, чем мы, чтобы смогли сделать то, что, может быть, не успеем сделать мы, чтобы из их успехов сложилось успешное будущее нашей великой России. Я уверен, так и будет.